Шавель. Алейкум салам. Всех приветствую я, кто нас слушает и видит. Сегодня 2 мая 2026 года, 19 часов по Брюсселю и 20 часов, соответственно, по городу Джахару. У нас сегодня 220-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний свой стрим я назвал «Операция ФСБ ГРУ. Симулятор против ЧРИ и ФРГ. Обвинения в терроризме и угрозы». Об этом и многом другом мы поговорим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и бывшим председателем парламента и ближайшим соратником Джохара Дудаева и занимавшим еще многие разные посты нашей власти. Вы можете задавать стрим у нас сегодня на русском языке, вы можете задавать свои вопросы, соответственно, на русском языке. У нас во вторник бывает на русском и на чеченском мы проводим стримы. Поэтому сегодня на русском можете задавать вопросы Аяду на русском языке. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. И как обычно, Аяд, вам слово. Приветствую снова всех наших слушателей, зрителей. Начнем с того, что в мире происходят события, которые мы знаем. Это война в Иране, это война против Украины, это ситуация в России, это ситуация в Чеченской Республике Ичкерия, это ситуация здесь на Западе. Ну, начнем с того, что прежде всего вчера было 1 мая, Международный день трудящихся, который мы всегда как-то отмечали, радовались флажками, там звездочек ходили, галстуками. Все это прошло, но здесь на Западе это тоже вот праздничный день здесь отмечается. Но если говорить о войне в Украине и в Иране, то в Иране Трамп заявил, что война окончена. Он говорит, я там победил, я, значит, своих возвращаю назад. Но, сказал кто-то там, по ходу, возвращаясь, надо захватить и Кубу на закуску. Вот такое он сказал. Ну, вообще он шутник, конечно, если он это так сказал, так? И дальше что происходит? Тут сейчас ситуация в самой стране Америки там достаточно сложная, как нам явствует из информации. Все говорят, что там недовольны Трампом, что он не тот оказался, и что в ноябре будут выборы, и тогда Трамп проиграет, и все будет, как говорят, все сладко и сахарно. Так это или нет, посмотрит, время покажет. На самом деле, значит, теперь война, которая идет между Россией и Украиной, Украина защищается. Тот порыв, тот, скажем, напор, который был у Путина, он куда-то исчез. Он как-то сник, он стал какой-то не такой, насколько я вижу, да. Голос у него не такой бодрый, не так он кричит. Денацификация, денационализация, это уже не кричит. Он давно не кричит, замочим всех в туалете, имея в виду чеченцев. Он не кричит и это. То есть у него какой-то другой. Он теперь, по-моему, как-то вот сидит вот так тихо и думает о том, а кто здесь вокруг меня против меня? Здесь вот Шойгу недавно выступал и говорит, вот меня, говорят, хотят убрать, на меня все свалить, но я патриот, я свою родину люблю и все такое. Путин хочет меня убрать. Вы, наверное, слышали это, да? Или слышал ты, Аслан? Кто говорит, что убрать, Аят, не расслышал? Шойгу. Это слышал, но, по-моему, это был фейк, Аят. Ну, такой раз, фейк и не фейк, но, значит, это рождается на какой-то там основе, может быть... Да, там не чисто все. Да. Ну, и в то же время мы видим, что тот наплыв или такое вот решение захватить теперь всю Украину у них куда-то исчезло. Они просят там оставить их на том месте, где они там
соприкасаются с украинцами и говорят: мы вот дайте нам тот кусок, мы этот кусок отдадим, мы успокоимся. Вот такое впечатление складывается. Так ли это или нет, покажет время. На самом деле, говорит, Туапсе до сих пор, которые бомбили, его показывают, очень сильно не могут потушить до сих пор. Говорят, другие заводы, другие места, месторождения, другие места, значит, Украина бьет точно по некоторым таким, скажем, объектам, которые обеспечивают военное действие России, так? Где они зарабатывают деньги и все это. Нужно ли это, на это обращать внимание? Да, нужно. Украина бьет только по тем местам, он людей по людям не бьет. Ну, может быть, в ходе войны где-то, когда война идет, попадает, может, кому-то там, да? Но так, чтобы он ударил по домам, по жилью, там ударил еще где-то, такого нету. И мы это видим, это война защиты, это война человекоподобная, то есть они защищают себя. Ну, что еще можно сказать о том, что происходит в мире? В мире как будто стабильность должна быть. Стабильность, и мы все ожидаем, что война закончится. Мы хотим, чтобы быстро, значит, Россия убрала с территории Украины ни одной пяди земли, и что потом, вот я разговаривал там с украинцами на разных, они там открыто настроены, все настроены, ни одной пяди земли не оставим. Я даже предлагал им какие-то вот свои мнения. Нет никаких, ни одной пяди земли не оставим. Пускай убирается вон, и мы все уверены, если он уберется, там в России поднимется какая-то, значит, там внутренняя буча и скинут Путина. Ну, скинут ли это или нет, это еще вопрос второй, потому что видно, что Путин устраивает некоторых детей. Китай он устраивает, Иран он устраивает, Северную Корею устраивает, Америку устраивает, но немножко не устраивает, скажем, Европу, потому что Европа боится, что она нападет на них, и поэтому готовится. Вот такая ситуация складывается. Я думаю, что в ближайшее время, допустим, неделю или две, каких-то там коллапсов не будет. Вот эти переговоры, которые они должны были вот в субботу, сегодня провести, о их судьбе мне ничего не известно, по-моему, и нет ничего, пока что я не слышу нигде. Туда должен был вице-президент Венс вылететь, но пока что ничего нету. Вот такая ситуация складывается, Аслан. И теперь давай перейдем к твоим вопросам и ответам. Давай, Аслан. Друзья, я всех приветствую вновь. Зубаир, Эд, всех приветствую, всем салам, Маша Дольшу. И, Аят, я бы хотел бы, и, друзья, напоминаю, задавайте вопросы, какие вас интересуют. Именно поэтому мы проводим прямые эфиры, чтобы можно было с вами напрямую общаться. Так могли просто записывать видео и выкладывать их, и было бы намного проще. Поэтому принимайте активное участие, потому что враг не дремлет, враг ведет против нас информационную борьбу, и мы, соответственно, в том числе информационную, мы, соответственно, должны отвечать тем же, чтобы не оказаться вот в такой ситуации, Аят. Смотрите, в начале апреля, как полагается, министр, депутат Бундестага Германии встретился с неким представителем Чеченской республики Ичкерия, у которого флаг фальшивый, полномочия фальшивые, все, и герб фальшивый, все фальшивое. И вот с человеком встретились, и он сказал, что, сейчас я процитирую вам точно, чтобы наши зрители, вы это все слышали, ну, чтобы для наших зрителей это было понятно. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Ну, расскажи своими словами. Что да. Ну, вот депутат Бундестага Родерих Кизеветер встретился с Закаевым,
И там они обсудили о том, что вот Кизилветер сказал, что нужны люди, которые являются, мы абсолютно уверены, сказал Кизилветер, что Чеченская республика Ичкерия в ближайшем будущем восстановит свою независимость. Нам нужны партнеры, которые не верят в колониальное и имперское будущее России. Выражения и заявки очень серьезные, Аят, потому что такого раньше мы от немцев не слышали. Теперь, что мы абсолютно уверены, это говорит о очень серьезном основании для такого высокопоставленного политика говорить такие вещи. Но проблема в том, что обратился он, Аят, не к легитимным органам чеченской власти и не тем, кто нам нужен, чеченцам. То есть, ведь если касается вопрос немецких каких-то политиков, не русские встречаются с немецкими политиками, которые работают на Россию или на какие-нибудь другие иностранные государства, а думают о немецком народе. Какой немецкий народ выбор сделал бы, куда бы немецкий народ пошел бы, за кем бы пошел бы. Абсолютно никакой поддержки у Закаева, абсолютно себя дискредитирован. Преступления совершены, наши следственные органы об этом неоднократно уже говорили. Вы об этом писали много. И сейчас вот прошла такая встреча. На этой встрече, а это самое интересное, произошло очень такое показательное событие. Сейчас это я хотел бы немножко с вами подробно обсудить, но вот на этом событии официальный МИД заявление от 27 апреля, то есть через 20 дней после этой встречи, в оригинале дословно звучит так. Короче говоря, с главарем запрещенной в России террористической организации Чеченская республика Ичкерия Закаевым говорит представитель МИД. Более того, даже Курочкины не пошли, провокаторы, враги чеченского народа, на мой взгляд. Курочкины не пошли так далеко и не представили Зеленского, который организовал эту встречу. МИД России сказала, что эту встречу организовал Зеленский, хотя Курочкины выставили фотографию Буданова. И вот на этом своем коммюнике россияне заявили следующее, что германской стороне было предупреждено о пагубности для нее подобного рода действий. То есть прямые угрозы для Германии. Вот что вы по этому поводу думаете, Аят? Почему на наших глазах так откровенно, так цинично и немецкие политики, и украинские политики ведут в отношении нашего вопроса? Спасибо. Вам вопрос. Ну, что об этом можно сказать? Наверное, этот немецкий политик из-за МИДа Германии, как ты сказал, Бундестага. Он встретился с Закаевым, и за это Москва сказала, для Германии будет это все, как говорится, воздано, так? Получите за это, так скажем. Пагубность. Да, пагубность. Значит, получит что-нибудь там от нас. Подождите, мол. Ну, на самом-то деле, за что? За то, что он встретился, скажем, с представителями общественной организации, как максимум, который не имеет никаких полномочий, ни правовых, ни юридических основ в той деятельности, которой они себя изображают. Ему надо было, мне кажется, спросить у него: пожалуйста, покажите и обоснуйте ваши полномочия. Почему вы называете себя премьер-министром Чеченской республики Ичкерия? Пожалуйста, скажите, почему у вас герб в вашем, скажем, постановлении, ну, грубо говоря, да, там у вас герб один, а у вас другой, так сказать. Сказать, почему вы говорите о том, что вы говорили, вот выступая, говорили украинцам, что вы демократ. А почему вы в 2017 году приняли решение, за вашей подписью есть решение, что вы переходите на Конституцию 2002 года, где записано, что все решения решаются на основе Корана и Сунны. И таких вопросов
для этого чиновника из Министерства иностранных дел можно было бы задать много, но он мог бы один вопрос только задать. Чиновник, Бехмобила, чиновник, вот кто с ним встретился, это депутат Бундестага, парламента. Это не Я МИД. понял, да. Мгм. Но они, видимо, здесь отсутствие вот этой информации или отсутствие интереса к этому делу, их вот они пускают там, ну так вот, просто смахивая на это дело, их могут за руку вести, и они будут так говорить. А как они могут быть таковыми, если тогда он встречался с ними? Можно считать, что этот чиновник встречался с представителем Путина, а за то, что он встречался с Путиным, почему должно воздастся, скажем, Германия? Вот это вопрос. Потому что все деяния, все документы, которые они принимали вот до последнего момента, и сейчас они находятся на этих основах и продолжают это делать. Поэтому люди, которые отошли от основы решения, значит, общенациональный съезд нашего народа, от основы нашей Конституции, от основы, которой заявил наш первый президент Жагар Дудаев, что статус есть навеки вечный. Он тут же там после его гибели заявляет, что нам не нужна независимость, признание мы не требуем от России. И таких моментов много. Дело в том, что Аслан, они не смотрят, не заморачиваются, с кем и что он говорит. Вот он популярный, а популярность у него появилась откуда? Потому что, во-первых, вначале его популяризировал, скажем, Березовский, а потом его популяризировали другие, потом сама Москва, еще с тех пор, когда он еще был дома, еще когда он заявлял, мы не требуем признания нашего государства от России, еще такое. В то время как мы, это был 96-й год, в то время как мы в 94-м, 90, скажем, первом году воссоздали свое государство, еще до создания нынешнего советского, то есть Российской Федерации. Поэтому вот это все не обращают внимания эти люди. И этим людям это надо пояснить, разъяснить. В этом наша задача, и мы эту работу с тобой и с другими нашими людьми ведем. Эта работа должна быть поставлена на такой уровень, чтобы мы могли остальному миру рассказывать все это. Кроме этого, мы видим здесь на Западе появились и другие разного рода деятели, общественные организации, которые из себя тоже уже, они вообще потеряли стыд, ходят по всем разным организациям, где-то что-то доказывают, а и людям стыдно спросить у них, неудобно, а кто вы такие? Они не могут не сказать, они говорят, мы будем защищать интересы Чеченской Республики Ичкерия, ее признание, мы такие-сякие, и разные блогеры тоже. Есть, ну, разные блогеры, движения, которые, их развелось сейчас очень много. Это в то время, как у чеченского народа, у чеченского государства есть легитимная власть зарубежья, пусть и в усеченной форме, которые, в общем-то, сейчас очень трудно здесь вот развиться, потому что в мире, когда, значит, было решение о развале России, тогда мир принял решение, скажем, международное право, не мир, а международное право было сказано, что все имеют право на самоопределение, и наш народ это сделал. А несмотря на это, нашу республику Запад считает, что мы являемся частью России. А раз мы являемся частью России, им все равно с кем разговаривать. Я так думаю, Аслан. И поэтому мы вот сейчас работаем с Западом, там, с Америкой, ну, скажем, другими странами, с Украиной. Украина признала наше государство как оккупировано, Грузия признала наше государство, прямо признала государство, президент Гамсахурди, Верховный Совет их признал, хотя остальной там мир, наши враги и русские все говорят, вот Гамсахурди, он был уже не во власти.
Но что значит не во власти был, если он был избран грузинским народом, более 90% голосов было его. И в то же время он был в гостях у нашего президента, и потом вернулся в Грузию и боролся на Западе, боролся против этой новой хунты во главе Шеварднадзе. И погиб там. Вот что случилось. И даже после этого, когда пришел к власти Саакашвили, его парламент, они приняли решение, что все действия парламента, то есть парламент, Верховный Совет, имеется в виду, и президента Грузии Гамсахурдия, были законно обоснованы и считаются действующими. То есть тоже подтвердили, что наше государство признало было Грузией. И поэтому мы должны на этих основах рассказывать и говорить нашу основу. Наша страна создала свое государство, и нет никаких сомнений в том, что по-другому мы могли бы ее создать, а по-другому это незаконно. Это как создали любые другие, скажем, деятели, которые, нарушая законы, международное право создали. Мы создали ее по закону, как говорил наш президент, как комар и носа не подточит. Вот такая ситуация. И вот этот, я не понял, как его зовут, этого политика? Кизиветер его зовут. Кизиветер. Кизиветер, да? Кизиветер. Да. Ну вот надо ему как-то, значит, объяснить, что это не так, и ему, и другим объяснить. Ведь эти люди не имеют никаких полномочий от нашего народа, а из себя изображают такими деятелями. Но это давно у них идет, эта болезнь у них едет, и есть рядом к ним прикрепленные российские разные средства массовой информации, телевидение. Они везде, вот пропаганда по всему ездят, и тем самым хотят заглушить голос свободной Ичкерии в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это мне удастся, потому что эта основа, она есть. Это как документ, который есть у нашего народа, и мы как раз вот являемся продвигателем или работаем над продвижением этой идеи и признания нашего государства. Аслан? Спасибо, Аят. Аят, вы считаете, этот депутат не понимает, с кем он встретился? Не верит, что это Ну, если симулятор? бы он понимал бы, по-моему, это или игра с обеих сторон, так? И, скорее всего, он это не понимает. Он, наверное, не знает о всех тех деталях, которые я сейчас сказал, не слышал. Ему было, может быть, не до этого, но если он касается этой темы, то он должен знать, ознакомиться хотя бы с этим. И ну, здесь идет вот на Западе очень много засланных казачков, скажем, российских, ну, из числа чеченцев тем более есть, которые действуют под прикрытием религии или под прикрытием еще каких-нибудь там идей. И все, значит, заявляют, что вот то и то. Но если вы ушли, скажем, из основ тех, которые принято было нашим народом на общенациональном съезде и нашей Конституции, можете не беспокоить себя и не трепать нервы основным людям. Не имеете вы никаких основ для того, чтобы заявлять, что вы являетесь премьер-министром Чеченской Республики Ичкерия, к примеру. К примеру, премьер-министра такой должности и даже по Конституции у нас нет. У нас кабинет министров возглавляет человек, которого называют президент, как в Америке. Об этом тоже они не знают. О том, что у нас какой герб, не знают, и все остальное они знают. Вот в этом вся и причина, Аслан, мне кажется. Ну, вполне возможно и так, Аят, но Ну, мы тогда ему специально напишем письмо или это, и скажем, вот почитайте, посмотрите, скажем. Да, отличная чтобы идея. Другие знали, да. Да-да. Вот так и Хорошо. Аят, одновременно с этим, друзья, сейчас, Зубайр, я перейду сейчас к вашим вопросам. Вот одновременно с этим, пока вызывали
немецкого посла в Москве с нотой, там высказали ему недовольство и таким образом пропиарили Закаева и так далее. Одновременно с этим выразили угрозы, фактически прямые угрозы. Причем эти угрозы, скорее всего, должны будут потом совершить какие-нибудь лица, связанные с Ичкерией, чтобы угрозы Министерства иностранных дел фашистской России, они как бы звучали более правдоподобно. Обычно так они делают. В связи с этим, Аят, как вы считаете, может быть усиление террористической угрозы со стороны России в отношении Германии? И почему вот именно когда Германия ловит террористов, шпионов, диверсантов по всей Германии, очень много, и у вас и во Франции такое происходит, и здесь, особенно в Германии, это сейчас основной акцент Россия делает на Германии. Для чего это делается? Может ли быть усиление террористической угрозы? Но дело в том, что ведь сейчас есть угроза того, что они могут напасть на Европу, так скажем, так? И все вот западные страны от Европы, я имею в виду, начиная от Эстонии и так далее, Финляндии, все они сейчас строят оборонительные рвы, готовятся к тому, и Польша, и все говорит о том, что у этого, значит, края оттуда может быть нападение на, скажем, Европу. Но я не думаю, что Москва решится на этот вопрос. Но на всякий случай, не то что на всякий случай готовиться, надо закреплять свои мускулы. Западного Европейский Союз это делает. Я не думаю, что они что-то на такое решатся. Потому что я вот говорил, посмотри на этого Путина, это как это, уже как подсолнух, который под солнцем прогнулся, и уже, значит, все надо вырывать оттуда. Вот такой вот он. Голос слабый, не энергичный и все такое. Ну, мы видим это, что делается. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы Украина выстояла. Украина выстоит до Алмукля, и Да, все их враги с их территорий будут вышвырнуты. И тогда и для остальных, скажем, стран и республик, которые захватили территории, оккупировали, тоже откроется дорога для того, чтобы освободить свою страну уже на основе действующей, конечно, не военным путем, здесь мы не будем говорить, а тем, что это должно быть сделано в рамках современного права международного, потому что они незаконно захватили территорию чужих государств и в этом направлении действуют. Посмотрим, что на это скажет этот Трамп, посмотрим, что скажет Си. Здесь такое впечатление создается, что они, видимо, эти большие государства, как-то вот кто-то сказал здесь, что они сделали испытательный полигон Украины, туда бросают все, свои и ракеты, и свои остальные, значит, дроны, все, и совершенствуют свое, значит, вооружение и опыт войны. Вот как, вроде бы, этот Украина как мальчик для битья, типа такого, один там высказал, украинец. Ну, может быть, и в этом смысле тоже они это делают, но это надо так, чтобы они получали как надо и оттуда, в общем, попытались бы съехать. Ну, вот такая ситуация, Слава. Мгм. И последний вопрос по своей теме. Он пишет, ну, заявляет, есть видео, где вот Кизеветер, депутат немецкий, говорит о том, что мы абсолютно уверены, что Чеченская Республика Ичкерия в ближайшем будущем восстановит свою независимость. Если такие вещи говорят, Россия готовит вот Закаева постоянно, чтобы все-таки перехватить эту инициативу и посадить своего человека для того, чтобы объединить Дагестан, Ингушетию и Ичкерию оккупированную в один исламистский анклав. Вы считаете, этот депутат говорит такие вещи, имея стопроцентное уже решение
консенсус западных лидеров в отношении Чеченской Республики Ичкерия? Нет, они могут иметь, но, значит, не им это решать, они свое мнение говорят, так? Они не знают, что на территории Чеченской Республики Закаев это неприемлемая личность. Они не знают, что он по всем статьям всех наших беженцев поспрашивайте, кто он и что он, все знают, так? Они не знают, что он пишет там, или за него пишут какие книжки, совершенно, значит, восхваляющих себя и обвиняющих наших воинов, наших президентов. Они тем самым, он себе, как говорится, просто разошелся так и сыпал, что все люди понимают, чем он занимается. Он занимается тем, чтобы прийти туда и, мол, возглавить эту республику, скажем, но под крылом у Путина. Россия. Да. А этот вопрос нас не устраивает, и он это желает. И вряд ли это ему достанется в любом случае. Это уже, как говорится, прошлое. Потому что он столько натворил, столько. И если там наша территория освободится, то там нужно восстановить легитимную власть, которая была создана при первом президенте Жагаре Дудаеве, который говорил, что статус уже есть навеки вечные, Чеченская республика. Вот он говорил. А здесь этот говорил, нет, мы не хотим независимость, мы там еще такое, нам не надо было строить, или его там, как говорится, приспешник кричали, нафиг нам нужна была эта независимость, все такое. Поэтому это все мы знаем, и наши люди об этом знают. Здесь вопрос, вообще, если говорить о них, много, конечно, приходится, потому что постоянно его подсовывают нам. То Да. так, то сяк. Это делает и Украина в то же время, это делают и другие страны. Но мы в этом вопросе, мы стоим твердо на наших позициях, которые являются, ну, содержатся на базе воли нашего народа и Конституции. Только это может быть тем, что оправдано. Остальное все незаконно. Мгм. А вот смотрите, у нас последнее время, последние 20 лет, у некоторых память не больше, чем у некоторых рыбок, несколько секунд. Вот последние 20 лет нам Россия насильно убийц, предателей, то есть бывших на нашей стороне и заявлявших, что они на нашей стороне, перешли на сторону врага. И, ну, может быть, не больше, но не меньше с радостью и удовольствием убивали наш народ. Вот эти люди. И мы молчим. Чеченский народ молчит. Факт есть факт. И не кажется ли тут на Западе, что посадят Закаева или какого-нибудь Кутаева, ну пока вроде Закаева, может потом вытащат кого-то из кармана, еще какого-то деятеля, и, ну, чтобы сохранить. Ну, раз они терпят Кадырова, ну, потерпят они и Закаева. Какая разница? Может, такое отношение к нам может быть со стороны Запада? Ну, конечно, оно такое и есть. Наша задача, чтобы вот здесь вот на Западе мы могли бы решать этот вопрос своими конференциями, митингами, шествиями, правовыми обоснованиями. Эту работу мы вели в начале, скажем, до 2009 года примерно, так? Мгм. И потом, значит, они придумали через российскую, видимо, значит, агентуру, придумали через исламский мир, что, мол, чеченцы не могут ходить На на митинги, митинге. Да, да. что они не имеют права, это кого там сидит во власти, это Богом назначенное. И некоторые наши люди здесь уже религиозном плане и в то же время, знаешь, там же наших людей они убивают, родственники других их притесняют. И поэтому вот это как-то вот здесь они столько свою агентуру посылают, и вот такое случается. И вот в конечном итоге вот такое вот, здесь появилось много закаевцев, которые, споря с ним, тоже вот здесь сейчас ведут такую работу. Нам нужно, чтобы этого не было, и чтобы наши люди, и молодежь особенно, и что постарше, мы вместе делали вот это все, что мы делаем, и показывали Западу,
что мы в рамках современного международного права создали свое государство. И это государство незаконно захвачено, а для этого нужна работа, которую мы должны здесь проводить. В этом плане у нас помощника, как говорят, такого открытого нет. Пока что вот это вот все, что они сделали, это незаконно сделали. Незаконно с точки зрения международного права, незаконно с точки зрения морали и нравственности. Ведь если мы решили, наш народ решил, провел свой референдум, потом, значит, принял решение точно как должно быть, и они говорят, что мы являемся частью России. Мы с этим не согласны. Видимо, нам дана эта участь пробить эту брешь нашему народу. Я поэтому и говорил, что нужно вокруг этого объединяться всем тем, кто находится на Западе, кто бы там ни был, значит, все, допустим, скажем, лидеры национально-освободительного движения из России и наши друзья здесь на Западе, для того, чтобы пробить этот вопрос. Если этот вопрос мы пробьем, и остальное тоже будет как бы легче провести в будущем. Потому что эти республики, которые подписали тогда незаконно федеративный договор от их имени, не эти сами республики, от их имени подписали бывшие коммунистические деятели, это их насильно, это захват их территории. И они могут потом по этому шаги двигаться дальше. Мне так кажется. Аят, когда вот началась ложь на то, что мы потом отдельно это и выложим, и я уже говорил, по ретроспективному восстановлению решения суда, там было раньше, туда-сюда, одновременно с этим вышел деятель, которого все называют чеченцем, Руслан Кутаев, и начал сейчас, Зубайр, я твой вопрос немножко осторожно задам и немножко дополню его, Зубайр. И вот вышел и начал, что антисемитизм, антисионизм, что он, убийство чести. Короче, всю вот эту чушь, которую ФСБ нам постоянно распространяет и пытается нам навязать, человек, которого в том числе и Германия, и все европейские страны, и Украина в том числе, пригласила в ПАСЕ для того, чтобы их допрашивать, начал вот такую вот ересь нести, откровенную ересь, дискредитируя чеченцев. Сейчас, вот как пишет Зубайр, Кутаев провалился, что ждет Закаева с его спектаклем. Как вы считаете, во-первых, провалился ли Кутаев и закончился с ним этот вопрос? Разоблачился ли он уже для всех? И ждет ли такой же конец вот этого актера? Ну, знаешь, как это... Как говорится, с этими людьми общаться и говорить с ними, это совершенно, знаете, как говорил наш президент, пачкаться от этих людей и с ним общаться в этом плане, это низко. Это как же он от имени Конфедерации народов Кавказа и всех как мусульман. Он там делает ситуацию такую вот противоречивую, создает ситуацию противоречивую, когда, скажем, русское население и остальные будут противопоставлены друг другу. Об этом идут уже сейчас разные разговоры. А кто это сказал? Якобы это сказал чеченец. Но чеченец не избирал его туда. Он не является нашим представителем, нашего государства. Он и не чеченец, Аят. Извиняюсь, он не чеченец. Может быть, да. Может быть, но все равно он от этого имени позиционирует себя. Да. Он не имеет права это делать. С какого бадуна это, как говорится, он начал эти вещи говорить. Это не относится к чеченскому народу, это не относится к решению нашего народа по созданию нашего государства и отношение к тому, как мы относимся ко всем остальным народам мира и нашим друзьям, которые вокруг нас находятся. Мы против имперской России, ее системы власти. Вот в это у нас. А то, что там мы возьмем власть, и другие возьмут, мы придем, мы там поотрываем голову, это все пугалки, которые лягут и завтра нам могут откликнуться кровью. И быть настолько вот, если он был искренне настолько, значит, ограниченным,
Это Мгм. я не понимаю вообще, это ограниченным, но, по крайней мере, это не от имени чеченского народа, это не от кавказских народов, это не от мусульман. Это его личное, так сказать, я думаю, это его личное дело. И это не надо относить к народу чеченскому в первую очередь и к остальным народам, и к мусульманам. Это не надо делать. И мы решительно отвергаем такие возгласы антисемитизма или там дальше в Москве захватим власть, мы теперь сделаем. У меня будут спрашивать, а с какого, как говорится, основания тебя спрашивают? Кто тебя уполномочил? Вот как стоит вопрос. Ну да, это друг этого Закаева. Закаев его наградил высшей награды, как я смотрел, Оманси. Тоже он, значит, придумывает разные эти награды, все. Это вот такой, знаете, артистизм. Но жаль, что при том они вот это делают так, что в конечном итоге это как бы отразится на ситуации остальных народов, которые не являются русскими в самой России. И в то же время это делает очень плохой авторитет нашему народу и Да, мусульманам во всем мире тоже. да. Вот что это такое с моей точки зрения. И это было, значит, это была глупость в высшей степени. Если что-то не иное, сделано прямо по заказу. Вот так вот. Аслан. Мгм. Спасибо, Аяд. Эд задает вопрос, Эд Мамедов. Вопрос Аяду. Вы знаете, что я гражданин США. Лично мне нравится наша система выборов. Президент избирается не больше 2 раз. Только одно мне не нравится. Должно быть возрастное ограничение, как вы думаете. А также, я думаю, если бы наши политики признали бы Ичкерию, оккупированная фашистская Российская Федерация, это было бы больше плюсов для нашей страны и не только, как вы думаете. Также и Израиль признал бы, что Ичкерия оккупирована. Как вы считаете, Аят, в этой сложной вот, политической, геополитической ситуации, если бы Израиль и США, которых обвиняют там врагами мусульман, там каких-то разжигателей войн там, и так далее, если бы и США, Дональд Трамп, и Бенjamin Натаньяху признали бы, это бы помогло бы им сейчас восстановить свой репутационный, скажем так, баланс. Но эти страны, особенно Америка, конечно, она влиятельная страна. И если бы они это сделали бы, признали бы наше государство, потому что это было бы, ну, знаете, это было бы не только для нас, это и для других народов бывшего Советского Союза был бы такой, знаете, такой, ну, скажем, привет, мол, вас мы тоже признаем, вот чеченцев признали. Это было бы здорово, конечно, я здесь не могу ничего сказать. Но вряд ли это будет. Мы надеемся на это через Эда и его друзей, что они так сделают. Но мы всегда вот свою позицию, которая у нас есть, так, Мгм. мы и от нее не отходим. Наша позиция верна и тверда в этом плане, и наша задача сохранить свой народ, свою культуру, а не чтобы нас вот так вот размяли и уничтожили, как это делала Россия с другими народами из территории Кавказа и других регионов нынешней России, бывшего Советского Союза, я имею в виду. Так вот. Мгм. Да, в принципе, я с вами согласен. Мы с Эдом говорили на эту тему, обсуждали. И я тоже считаю, что пока Путин есть в Кремле, и ни Натаньяху, ни Трамп не готовы из-за Чеченской Республики Ичкерия полностью, это единственное, можно сказать, достижение Путина, которое его сам себе, он и его арабский народ ставит ему в заслуги. И этого лишиться он не захочет. Сейчас столько боевиков у него там прошло через вот эти все базы террористов, которые они у нас там создали. Поэтому пока, я думаю, они не согласятся. Хотя, конечно, это Нам, было бы. нам самим надо этого добиваться, нам самим надо это сделать.
когда вот, скажем, на разных площадках Америки или других стран мира от имени нашей легитимной власти выступают разные люди, которые не имеют к этому отношения, это уже вот печально. Они как раз-таки тем самым, утверждая то, что действительно должно быть, сами являются, скажем, воришками в этом вопросе. Они не имеют права говорить, себя называть теми, кем они не являются. Хотя они и говорят правильные вещи. Потом, когда это вскроется, это будет совсем, как бы, значит, неприятный осадок у всех. Но мы поэтому говорим, вот мы говорим и этим людям, которые сегодня борются на Западе, им когда говоришь, вот один из них мне сказал, вот всем уже надоело вот это, вот все чечены надоели, совсем надоели, вот вы спорите, спорите, вы все надоели. Ну хорошо, мы надоели, а вы сами не чувствуете, что между вами есть такое, что вы единомышленники все? Ну, конечно, это не так, это просто так. Мы боремся, и там боролись, и здесь боролись за справедливость, за решение вопроса свободного, значит, возрождения нашего государства и деоккупации. И поэтому говорит, что боремся, вы должны разобраться в этом вопросе. Если вы наши друзья, не надо бросать нам упрек, а надо разобраться в этом. И что есть, кто есть кто. И не работать с людьми, которые являются, скажем, отступники и врагами нашего народа. Если бы ваши враги, значит, работали с нами, и мы говорили, что мы с ними работаем, вам бы не понравилось. Это мы оказались на острие этой борьбы, чеченцы, я скажу, из тех народов, которые сегодня находятся под прессом России. Мы-то оккупированы. И поэтому сейчас нам так говорить нельзя. Мы должны понимать, вы должны понимать, и мы сами понимать. Я понимаю, что это от того, что они до сих пор в эту ситуацию не вникли. И поэтому, дай Бог, чтобы у них вот эта вот ситуация, вот как у нас вот это не повторилось, и чтобы они единым фронтом все это могли бы сделать, то есть создание своего государства. Это так не бывает. Вот по нашему опыту мы говорим. Зубайр пишет, Аят, Кремль боится разоблачения своего ценного агента, поэтому время от времени устраивает операции прикрытия. Сделаю из этого вопрос. Вот что ж, они с Закаевым, вот они раскручивают его. Ну, здесь он правильно говорит. И это вот с тем, что вот они назвали Чеченской Республикой Ичкерия, это террористическая организация, в то время как Путин сам обозначил террористом, пособником террориста, что ему никуда нельзя ездить. В то же время они этими делами занимаются. Это, конечно, бьет и по тем людям, которые, значит, находятся здесь на Западе, и в то же время упоминают там, как ты говоришь, Закаева, что вот он якобы то. А он-то свой у них. Да-да. Такая ситуация. Он-то свой. Они вызвали посла Германии, МИД в России, для того, Да? чтобы убедиться, точно вы встречались с нашим агентом или не встречались. Да-да. Ну, там, наверное, они все решили. Да, подтвердите, пожалуйста, Мы встречались можем вы? всё, у нас есть все обоснования, они у нас есть в наших документах, в сайтах, везде, что эти люди на самом деле не имеют отношения к нашей государству, к нашему народу, в части вот их работы, которую они проводят. Не только они, там и другие есть, которые здесь уже, кроме него, которые говорят, вот мы боремся за деоккупацию, а до этого ходили исламское государство, хотели создавать. Им бы Да-да. надо было в этом отношении немного быть сдержаннее, потому что вас знают же, кто вы и что. Здесь вот такая ситуация, поэтому нельзя делать. Абсолютно. Мы всегда говорили, чтобы эти люди не говорили, что только основа, значит, которая есть у нашего народа, созданная на основе, значит, нашего референдума и Конституции, может двигаться.
Они все эти годы делали все, чтобы мы не могли это сделать, препятствовать тому, и, значит, вот такой работой занимались. Поэтому сегодня нет веры таким людям. Вот что я хочу сказать. Мгм. Ясно. Так, Аят, вы боретесь за сохранение своего народа. Вы призываете, чтобы люди слушали и думали, и главное, не принимали участие в каких-либо конфликтах. Надо сохраниться. При освобождении будет много работы. И второе, ваши недруги призывают собирать людей на военные действия. Все знают, призыв на военную операцию – это призыв к смерти за чужие интересы. А их популизм кто призывает? Я думаю, благодаря вам, Аят, вы с Асланом сохранили много молодых жизней. Очень полезную работу вы делаете, говорит Эд Мамедов. Спасибо, Эд. Спасибо. Мы действительно понимаем ситуацию, потому что у нас очень много погибло людей, и война была, значит, начиная с 91 года почти до 2015 года, партизанское движение и все такое. Поэтому мы перешли на борьбу, значит, деоккупации на стороне своего государства и народа в зарубежье. Изведем здесь эту борьбу. Те, которые сегодня добровольцы наши участвуют противостоянии с Россией, это наш резерв в перспективе. Они будут учиться этой войне, как защищать нашу страну, и они являются добровольцами там, и поэтому вот в этом плане учиться, что это сейчас, это не та война, которая была тогда у нас, и наши люди там учатся этому, и это мы приветствуем, но это не значит, что мы должны пойти туда и захватить эту территорию. Но если мы ее захватим, не имея, скажем, поддержки от остального мира о признании нашего государства или не имея поддержки, которой мы убедили остальной мир, что вот такая-то ситуация в нашем народом, все это клевета, которая на нас накручивают разные вот дельцы, которые то там на площадках разных, то в парламенте, то в Европарламенте, то еще где-нибудь раскручивают. И главное, что больше всего обидно, рядом с этими людьми им сопутствуют, находятся видные политики, некоторые видные политики, скажем, Европейского парламента и других мест, или бывшие, скажем, политики и руководители неких стран. Так что вот такая ситуация, и поэтому мы, конечно, за то, чтобы решить вопрос, потому что мы по праву создать свое государство, необходимо создать условия, чтобы мы могли освободить свою территорию, как это сделали Балтийские республики, как это сделали другие некоторые республики при поддержке международного сообщества, и восстановить нашу легитимную власть. И народ, чтобы там, значит, сам избрал очередную власть, которая правопреемница, которую мы передадим. Мгм. Спасибо, я часто слышу от некоторых, еще когда жил в России, тоже слышал эту такую привычку, где говорят, вот некоторые, особенно отделяя наши соседи по Кавказу, любят это говорить, что во всем виноваты не русские, которые напали, ну и, конечно, не соседи наши, а евреи. Просто у этих русских еврейские фамилии были. И вот все, кто нас убивали, всякие Будановы, Путины, Патрушевы – это все евреи. Что вы по этому поводу скажете, Аят? Но они всегда берут какую-то нацию и начинают против него вести. То евреи, то цыгане, то чеченцы, теперь то украинцы. Как им удобно, так и делают. Конечно, евреи, среди них есть тоже такие же, скажем, И хорошие, и отщепенцы или плохие. враги своего народа, не считаясь ни с чем, так? Они где Мгм. угодно пытаются заработать. Так и другие же, они уже привыкли, они это делают, может быть, лучше, чем другие, или, скорее всего, против них идет вот такая вот, ну, скажем, травля. Но я надеюсь, что еврейский народ – это тот народ, который сейчас находится под каким-то прессом, и в то же время пожелал бы им, чтобы они больше
старались сохранить свое лицо, скажем, не убивая в этой войне детей, женщин, то, значит, грязь, которую сегодня откуда-то вытаскивают и показывают в прессе, это неприятно. Но в то же время я знаю многих евреев, которые жили у нас там, в Чечне, в Грозном. Это были нормальные, очень порядочные люди, с которыми я общался. Среди них было много людей. И когда нас выслали, вернее, я там родился, и мы возвращались, только евреи сохранили все жилища, которые им передали для, скажем, на постоянное, скажем, пользование власти. Они передали эти вернувшимся хозяям, а все другие представители других народов, у них приходилось или выкупать, или выбивать их. Вот так вот люди потихоньку становились на своей родине хозяевами. Но это условно сказать, хозяин. Власть там была все равно советская. Так что в этом плане у меня вот такие отношения с этим народом, так? А уж дальше, что будет, наверное, как-то все откроется, зависит от власти, которая есть в Израиле, зависит, в первую очередь, конечно, от самого еврейского народа. Мне так кажется. Мгм. Важно здесь еще напомнить в этой связи про Виктора Абрамовича Конкалика, который Да-да, был убит в 91 году вместе с Абдулхамидом Беслиевым. да-да. Вернее, Конкалик был похищен, Беслиев заступился и был убит. Это было отношение евреев. Здесь просто пишут, что евреи первые уехали, ничего чеченцам не сказали. Чеченцам просто некуда было уезжать. Евреи уехали в Израиль, потому что у них была родина, когда начиналась война. Но Конкалик и евреи были за Дудаева, за Чеченскую республику, свободную, демократическую, не коммунистическую. Но именно началось вытеснение и репрессии против евреев, наших евреев. Это произошло убийство Виктора Абрамовича Конкалика. В 1991 году он был убит. И убит он был, вернее, он был похищен, затем убит. А убит был Абдулхамид Беслиев, его заместитель и ректор. Он был на тот момент ректором университета в Грозном. Сейчас, да, ректором университета он был, и Абдул-Хамид был его заместителем. Вот какое было отношение у чеченцев и у евреев в Грозном. И евреев убивали за то, что они за чеченцев, а чеченцы умирали, защищая евреев. Вот какое было отношение. Все остальное – пропаганда. Да, сейчас то, что происходит там на Ближнем Востоке, Израиль и окружающие страны, здесь это очень трудно, собственно говоря, до истины дойти. Потому что, с одной стороны, значит, арабские страны на стороне Израиля, другие против. Мгм. И здесь вот не поймешь до конца. Хотя многое, что мы знаем, да, но все равно, если не углубиться вообще во всю эту проблему, много читаем, много смотрим, но это все как-то все равно, это не то. Это не то. Чтобы вопрос поднять, его надо ощутить, надо посмотреть, где что. Поэтому решение проблемы, я надеюсь, там есть все же. И кому-то это не нужно, это решение. Мне так кажется. Это связано, конечно, с имперскими, скажем, поползновениями России, которая сегодня такую позицию занимает, ну и, скажем, с Ираном, который вот так вот, значит, строит свою позицию. И остальные вот арабские страны, они же как, мы видим, какая там ситуация. Поэтому надеюсь, что вопрос этот будет как-то решен в будущем. Не может быть вечно это двигаться. Вот между Англией и Францией война шла 100 лет, не 100 лет, а в некоторых странах еще больше. Поэтому вопрос как-то вот решится, наверное, все же. Вам? И у нас есть еще минутка, и мистер Шому Тепе, если я правильно читаю его ник. Приветствую всех, салам алейкум. У меня такой вопрос. С чем связано намерение США вывести свои войска из Германии других европейских стран? Ну, они это, как бы, значит, пытаются где-то ослабить
Европейский Союз, но в то же время они не ослабят Европейский Союз, а наоборот, Европа поймет, что им нужно самостоятельно защищаться. И эта идея самого Трампа, до этого уже был Байден президент, он же не ставил эти вопросы. Поэтому мы надеемся, что ситуация отношений между Европой и Америкой потом, значит, она изменится при следующем президенте. Но с чем это связано? Все равно это связано как бы с бизнесом, это связано с деньгами, там, ресурсами, которые все больше и больше под себя хапнуть хочет, скажем, нынешний президент Америки Трамп. Может, ему это удастся, может быть, и не удастся, но в любом случае все действие должно происходить в рамках международного права. Нельзя отходить от основы современного международного права, потому что вы сильны. Если вы сильны, это, знаете, сильный человек, там женщину бьет, детей бьет, и так получается. Нельзя это делать. Поэтому в этом плане посмотрим. Почему? Ведь он против Европейского Союза санкции поднимал, потом убирал, потом снова. Потом вот помогали Украине, чтобы решить вопрос помощи без всякой оплаты, а теперь вот и оплату требует. Но Украина, вот видите, начала подниматься, она видит, что вопрос надо решать самостоятельно, она этот вопрос решает. Я так думаю, Аслан. Мгм. Ну, Эд говорит, что Конгресс не разрешит, пишет тут комментарий тоже. Гражданин Ичкерии Валик Салам, Шавига Машвой. Ну, я предлагаю закончить тогда наш сегодняшний стрим на этом. Спасибо Давай. вам большое. Было очень интересно и очень познавательно. Всем, друзья, спасибо. Спасибо всем тоже. Всем, кто смотрел. До свидания. До свидания. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, друзья. Адикюэль.